Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за раздел «Национальные традиции и праздники». В этом суммативном оценивании, ребята, мы будем выполнять задания на слушание и говорение. Тыңдалым мен айтылымға тапсырмалар орындаймыз. Прослушайте текст о Масленице. Многие люди с трепетом ожидают наступления Масленицы, традиции, празднования которой уходят корнями вглубь нашей истории. Сегодня, как и в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами. Главным угощением, как раньше, так и сейчас, являются блины, которые могут иметь различную начинку. Их пекут каждый день в больших количествах. Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно. Существует множество рекомендаций и правил, которых нужно придерживаться во время блинной недели. Среди них можно выделить два основных. На Масленицу нельзя употреблять мясную пищу. Разрешено кушать рыбу и молочные продукты. В качестве основного блюда на столе в каждом доме должны быть блины. Кушать на Масленицу нужно часто и много, поэтому принято приглашать гостей и не скупиться на угощение, а также самим ходить в гости. Наши предки почитали солнце как бога, и с наступлением первых весенних деньков радовались, что солнышко начинает прогревать землю. Поэтому и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки. Считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света и тепла. Со временем лепешки заменили блинами. Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы считается сжигание чучела. Это действие символизирует наступление весны и окончание зимы. Предваряют сожжение игры, хороводы, песни и пляски, сопровождающиеся угощением. В качестве чучела, которое приносится в жертву, изготавливали большую, смешную и в то же время страшную куклу, олицетворяющую собой Масленицу. Делали куклу из тряпок и соломы, после чего ее наряжали в женскую одежду и оставляли на главной улице деревни на время Масленичной недели. А в воскресенье торжественно несли за пределы селения. Там чучело сжигали, топили в проруби или же разрывали на части, а солому, оставшуюся на него, разбрасывали по полю. Масленица – значение каждого дня. Масленица кезінде күннің өзінің аты болған. Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. Бір апта бойы тойланған Масленица. На масляной неделе каждый день принято проводить по-своему, соблюдая традиции наших предков. Понедельник называют встреча Масленицы. Вторник – заигрыш. Среда – лакомка. Четверг – разгуляй. Пятница – тещиной вечерки. Суббота – заловкиной посиделки. Воскресенье – прощенное воскресенье. Давайте ответим на вопросы. Основная еда на Масленицу. Конечно же, блины. Что является кульминацией Масленицы? Кульминацией Масленицы является сжигание чучела. Третий вопрос. Почему наши предки пекли круглые лепешки, блины? Наши предки почитали солнце как бога, и с наступлением первых весенних деньков радовались, что солнышко начинает прогревать землю. Поэтому и появилась традиция печь круглые, по форме напоминающие солнце, лепешки. Из чего делали чучело Масленицы? Чучело Масленицы делали из тряпок и соломы. Заполните таблицу правильной последовательности названия недели. И задание на говорение, ребята. В парах составьте диалог на тему «Традиции и обычаи нашего народа».
Используйте аргумент в поддержку своего мнения. Традиции и обычаи нашего народа. Санжар, какие традиции и обычаи нашего народа тебе знакомы? У нашего народа очень сильны традиции гостеприимства. Да, казахи любого гостя, даже незваного, примут с уважением, предложат ему пищу и самое лучшее место в юрте. Я знаю также, что почетным гостям было принято дарить шапан. Конечно, эти традиции сохранились по сей день. Да, некоторые традиции даже возрождаются из небытия. До свидания, ребята. До следующих встреч.